Всем привет! Эфир телеканала «Осетия» снова продолжает еженедельный спортивный проект «Передача». И сегодня на повестке дня вольная борьба и ушу. Поехали! Сначала о грустном. Алания вновь огорчила своих болельщиков. На выездном матче в воскресенье барсы встретились с аутсайдером ФНЛ, футбольным клубом «Волгарь». Результат плачевный – 1-0 в пользу хозяев. Поговорим о хорошем, но для начала переместимся в нашу уютную студию. Об этом турнире, кажется, слышали абсолютно все. Но для тех, кто был в информационном вакууме, рассказываю. 3 ноября в Москве на волейбольной арене «Динамо» в рамках Международной борцовской лиги Поддубного ПВЛ-6 состоится матчевая встреча по вольной борьбе между командами Северной Осетии и Дагестана. Мы пригласили в студию представителей обеих сторон, чтобы поговорить о предстоящем мероприятии и попытаться спрогнозировать итоговые результаты. Ребята, всем привет! Противостояние Осетии и Дагестана уходит корнями очень глубоко. Но об этом мы, конечно же, поговорим. Но для начала к Махмуду Дрисовичу вопрос. Ваш визит в Осетию, правильно понимаю, что вы какие-то сборы проходили перед миром до 23 лет? Да, сейчас в составе сборной команды страны мы проходим подготовку на первенство мира в Албанию, Тирану. Ребята готовятся здесь, мы находимся здесь, тоже на сборах. Трое из этого состава будут бороться на первенство мира. А как вообще прошла подготовка? Вы довольны формой ребят? Ну, да, у нас очень хорошая команда на первенство мира. Едет состав хороший, и ребята прошли хороший сбор. В Владикавказе условия стараются все под нас идеально делать и кормят как дома. Ну, и зал хороший. Все условия созданы для хорошей подготовки. Ребята в хорошей форме, самое главное, что без травм. ПВЛ – это, в принципе, само по себе уже такое шоу, а вообще к самому элементу шоу в вольной борьбе вы как относитесь? Ну, смотря что назвать шоу. Если как бы шутить, ребята, вот эти ребята сейчас находятся вместе на сборах, общаются. Шоу даже при сильном желании, того шоу, чего ожидают, может быть, ожидают какие-то люди, а наоборот, болельщики, искренние болельщики этих ребят не ожидают этого шоу. Я думаю, оно никому не нужно, то шоу, которое мы видим в всяких организациях, которые всяких поп-ММА и все такое. И у этих ребят это не будет. Почему? Потому что, во-первых, они воспитаны так, что за каждое сказанное слово им надо отвечать. Перед друг другом, перед друзьями, перед командами своими. И второе, что эти ребята между собой общаются очень хорошо, тесно, шутят. Если вот на самом деле камеру включить, чтобы скрытую камеру в зал поставить, посмотреть, как они между собой шутят, то вот это и есть шоу. Но это настоящее шоу. Это как бы шутят, общаются там между собой, там, рамки не переходя какие-то рамки, личности не задевая. Это нормально. Спортивный интерес, споры бывают у них. На тренировках борются, там принципиально где-то на выступление, на спор какие-то упражнения делают. Вот это и есть шоу. Это шоу есть, конечно. Оно и так приветствуется. Но того шоу, которое, как мы привыкли ожидать, там, хейтить друг друга и все такое, нет. У наших ребят это не бывает. И мы не приветствуем это тоже. Вообще, само ПВЛ – это, наверное, популяризация, да, вольной борьбы. А как вы считаете, вольная борьба вообще нуждается в популяризации или как бы и так все отлично? Ну, вольная борьба – это особенно во многих таких республиках, регионах кавказских, это больше, чем спорт. Это как философия, это как культура для многих людей. Там сильно болеют. Многие, даже вот Артем Габаев здесь сидит, его отец как болеет, вы видели. Здесь ребята другие, как родители, как родные, близкие их поддерживают. Вы это видите, приезжают с семьями, друзья. Это чуть больше, чем спорт. А популяризация, борьба в том плане, что она не нуждается в том плане, что ее надо как-то популяризировать. Единственное, что вот молодым спортсменам, чтобы их показывали больше. У нас, к сожалению, сейчас смотришь Матч ТВ, все виды спорта, всякие там поп-ММА, что угодно покажут, но не борьбу,
там чемпионат мира ребята выступают только в финальной схватке, там какие-то выступления. То есть, чтобы чемпионат мира выиграть, просто эти люди не понимают, через что они должны проходить. И бывает чемпионат мира по какому-то в год 4-5 чемпионатов мира у них проходит, и этот вид спорта показывает по Матч ТВ. Я не знаю, как они это выбирают, конечно. Ну, Матч ТВ, будет это там другая пресса. Мало внимания, я считаю, что к нашему виду спорта, к сожалению. В чем эта проблема, я не знаю. Я думаю, это не проблема борцов, это проблема самой прессы. И борцы, борьба сама не нуждается в том плане, что она исторический вид спорта. То есть, вот вспомнить столько поколений, да, вот даже то, что мы внимание уделяем, это матч Осетия-Дагестан. Это же не то противостояние, что эти ребята тоже должны понимать, что это создавался бренд еще с тех времен, те люди, как Махатбек Хадарцев, Арсен Фадзаев, Саслан Андиев и другие, многие олимпийские чемпионы. То же самое, что в Дагестане, очень, начиная от Али Зулкарнаевича и вплоть до последнего Заура Гуева, там этих Абдурашид Саадуваев, Мавлет Батыров, Ширвани Мураду, их много. И вот они создавали этот бренд, и сегодня эти ребята представляют этот бренд. То есть сборная Осетии, сборная Дагестана. Борьба, если говорить, нуждается ли в популяризации, ну, конечно, всегда нуждается в популяризации, там, любой вид спорта, даже какое-то дело хорошее, ее надо показывать, чтобы молодежь занимались, чтобы молодежь видела, что вот эти ребята, вчера они были в юношеской команде, вчера они тренировались в каких-то залах, а сегодня они представляют всю республику на таких серьезных матчевых встречах, на первенствах мира, на Олимпийских играх Козырев представлял. Это молодые ребята, которые с ними тренировались, это видят, вот это им надо показывать, вот это им надо демонстрировать, что вот такой же парнишка, как и вы, вчера был, а сегодня на Олимпийских играх участвовал, ездил на Олимпийские игры, представлял всю страну, на первенстве мира, чемпионат мира Абдулла Курбанов вот выступал, лицензию завоевал для нашей страны. Вот это все надо просто показывать. Артем, твоим оппонентом снова станет Заур Гуев. На чемпионате России ты провел с ним, на мой взгляд, очень красивую, хорошую схватку. Как сейчас настрой? Ну, настрой, конечно, боевой. Настраиваюсь только на победу, но как там получится, это все от Всевышнего. Я буду готовиться, думаю, и сейчас готов. Ну, посмотрим. Ты был травмирован, как дела? Все хорошо, уже все прошло. Конечно, Заур тоже, не буду его недооценивать. На чемпионате мира проиграл, но это меня как-то не расслабляет, что он проиграл. Он олимпийский чемпион, он и на Олимпийских играх доказывал, что у него есть характер. И я должен быть готовым на все 100%. Вообще как-то анализируются прошедшие уже схватки, которые были с Зауром? Подводятся какие-то итоги, выводы делаются? Выводы сделал, но заранее я не буду угадывать. А так с тренерами мы побеседовали, анализ поставили и посмотрим, как получится. Ибрагим, твой оппонент Дзамбулат Кизинов. Вы не раз встречались с Дзамбулатом, знаете друг друга, наверное, почти что идеально уже. Да, 3 раза боролись между собой. До этого, год назад, если я не ошибаюсь, была примерно такая же встреча Дагестан-Осетия, но У-23. Там вы тоже боролись, одержал победу над Дзамбулатом. Как ты оценишь вообще этого спортсмена? Для тебя он удобный, неудобный? Какая у него техника? Чем он для тебя неудобный? Мы боролись 3 раза, если не ошибаюсь. Первый раз я его выиграл таким со средним счетом. Второй раз вот на этой встрече у нас такая чуть напряженная схватка была. И последний раз, как вы видели, я почти досрочно, по-моему, 10-2, что ли, такой счет у нас был. Поэтому соперника хорошо знаю. Просто выйду навязывать свою борьбу. И все, мотивация есть, не подводить свою республику. Хочется, чтобы наша республика, наша команда выиграла, поэтому я там, получается, не только за себя борюсь, но и за других тоже. А вообще морально это больше ответственно, да, наверное, чем какие-то личные соревнования. Просто выходишь, сам за себя считаешь, что борешься. Не, понятно, что мы всегда защищаем цвета республики, там, страны, но тут как будто бы дополнительная ответственность какая-то. Да, иногда думаешь, это командная встреча, там, за меня там другие сделают, но в то же время ты понимаешь, что моя встреча тоже на это влияет, и есть какая-то ответственность все равно
нету такого, что там просто выйти, там расслабленно побороться. Надо будет настроиться, принести вот победу команде. Сергей. Изначально в карде был Тажудинов, потом его поменяли на Жабраилова, вроде бы ты сказал. Для тебя, как оппонент, кто был бы интереснее? Ну, интереснее было бы, конечно, побороться с действующим чемпионом, со свежим чемпионом мира. Но я, как понял, он травмирован. И вот на коротком уведомлении, так сказать, согласился Джабраилов Алихан. С ним мы боролись один раз на Спартакиаде. И тогда он выиграл. Но это в каком году было, я не помню точно. 21, кажется. Да, и уже 2 года прошло, время идет, борьба меняется. Мы тренируемся, он тренируется тоже. И я думаю, как ему и мне будет интересна эта схватка. А Тажудинов для тебя стал открытием каким-то на чемпионате мира? Или ты был Ну, конечно, ожидал? удивил он таких спортсменов, прошел, таких титулованных ребят. А так, я бы не сказал, что он прям каким-то сюрпризом стал. Я знал, что он хороший парень, хорошо борется. С ним я тоже один раз встречался на Поддубном, самый первый Поддубный, когда был в Москве. Интересная встреча была. Да, да. 8-8 до последних секунд, прям Да, хорошо. было. И вот так вот. Какой для тебя Жабраилов? Удобный, неудобный? Как ты можешь выделить? Что ты в нем можешь выделить? Мы не так часто боролись, и на тренировках тоже пару раз вместе тренировались. И я не знаю даже, что выделить. Просто, наверное, задача будет выйти и своей борьбой бороться, не подстраиваться под его борьбу. То же самое, ты же не знаешь, как там на чемпионате мира, или ты же не боролся со всеми ними. И там задача бывает выйти и своей борьбой бороться. Ответственности все-таки больше, чем на личных соревнованиях? Ну, конечно, больше считаю, что вся республика за тобой. И не хочется ребят подводить тоже, республику. Надо будет выкладываться. Этот карт миллион раз уже перекраивался. Я боюсь где-то ошибиться. Если не ошибаюсь, Алехо было, да, правильно? Я, наверное, уже не сосчитаю, сколько раз вы встречались на ковре. Может, ты вспомнишь? На самом деле мы часто не встречались, только один раз на прошедшем чемпионате России. Я тоже до этого боролся в 97 килограмм, только совсем недавно перешел. Только одна встреча у нас была. Мне удалось выиграть там, но это была одна из самых таких тяжелых встреч на чемпионате России. Это была стартовая встреча на чемпионате России. Если я не ошибаюсь, на 16-я была. Да, самая первая схватка получилась. Ну, первая схватка и так всегда бывает такая достаточно тяжелая. Но еще такой соперник хороший попался. А сейчас какой план, расчет на схватку вообще? На все схватки у меня один план. Просто выходить, свою работу делать, уповать на Всевышнего. И выходить, свою работу делать, да. Вот ты сейчас сказал, что на любом турнире сложная бывает первая схватка. Получается, что в турнире у вас есть там время раскачаться. Там квалификация, одна 16-я, ну и плавно к финалу. А сейчас всего лишь одна схватка. Это, наверное, сложнее как-то. Да, это тоже, наверное, чуть сложнее будет. Надо будет хорошенько настроиться, хорошо размяться и выйти и побороться на все 100. Махмуд Идрисович, вы молодой тренер. При вас в том числе было это противостояние. Как вы думаете, за последние годы что изменилось? Последний год в команде Осетии и Дагестана? Да. Ну, то противостояние было в возрасте до 23 лет. Это уже взрослая команда. И каждый раз ребята добавляют, набирают. И в составе, видите, в составе сборной Осетии, сборной Дагестана сегодня самые лучшие борцы, которые могут представить республику. Самые топовые, не считая там Абдурашид Садуваева по причине и Залбек Сидаков по причине травмы, которые пропустили. Это одни из лучших борцов в обоих республиках. И я думаю, это будет очень интересное противостояние и напряженное. И я думаю, каждый из них понимает, и со стороны Осетии, и Дагестана, какая ответственность за ним стоит. Потому что взрослые люди, даже, возможно, они кого-то и не знают, взрослые люди, любители борьбы, будут сидеть и болеть. Это большая ответственность, я думаю, для каждой команды. У нас любители борьбы, они всегда бывали искренние. И что в Дагестане, вот когда мы проводили, что сейчас, я думаю, туда тоже приезжали люди, болельщики из Осетии приехали, которые и дагестанцы бывали, что болели за Осетию.
Ну, в общем, эта идея, я думаю, тоже хорошая. Команды набирают обороты, сильные составы с обоих сторон. Ребята, я просила охарактеризовать своих соперников как-то, а к вам немножко другой, наверное, вопрос. И сидящих здесь ребят. С кем из звезд прошлого вы можете сравнить? Допустим, Артема, вот ну так Ну пример да, приведу, Бесиком, часто Кудуховым. сравнивают, да, с Да. Бесиком. Кудуховым. Сравнивать их с кем-то, я думаю, сейчас, в данный момент неправильно, потому что они сегодня молодые спортсмены, которые уже личности, уже показали большие результаты, несмотря на свой молодой возраст. Через год-два каких-то ребят будут сравнивать с ними. Дай бог, чтобы так было. Они сегодня первые номера сборной, и скоро, я думаю, про них также будут говорить. В последнее время, когда идет речь об этой встрече, мы говорили с Артуром Рутиняным, с Хаджимуратом Гацалом, с Давидом Мусульбесом. Они в один голос говорят, что Осетия — это техника, а Дагестан больше сила, так, физическая борьба. А на ваш взгляд? Смотря в какой весовой категории, разные весовые категории, разная тактика борьбы у ребят. Сказать, что в целом школа такая, не сказал бы, что дагестанская школа силой берет. Тоже вроде ребята все борются больше на технику, борются, приемы делают. То же самое и в Осетии. Эти две школы, кавказская школа, там здесь даже одно время тренировались они вместе. Казбек Магомедович Дедикаев тренировал. Помню, когда были еще команды, они делали составы такие, что из Дагестана, Осетии, из Карачаево-Черкесии, разные команды ребят собирали. Особо отличий нет в этих командах. Даже когда выезжают за границей и смотрят сборная России, однотипная борьба, как сборная Ирана, однотипная. Это советская российская школа борьбы. Ни для кого не секрет, что я снимаю фильм про вольную борьбу в Осетии, про основания и так далее. Читаю много литературы, и созрел такой вопрос. Если в Осетии в большинстве считают основоположником вольной борьбы Асламбека Захаровича Дзгоева, то в Дагестане? В Дагестане, я думаю, и считают Али Зурканаевич Алиева. Эталон — это знак, который человек, один из таких первых, наверное, были до него, его тренеры, которые и Карапетян, и Рамазанов, и эти люди, которые начали борьбу, но которые вывели на мировую арену дагестанскую школу борьбы, я думаю, это Али Зурканович Алиев. И с него и пошло и его ученики, которые показывали результаты, его воспитанники, которые сегодня многие работают тренерами. Это Али Зурканович Алиев, я думаю. Ну и напоследок, какой у вас прогноз на грядущую встречу? Мы не привыкли прогнозы делать. Мы выходим на ковер и делаем. Каждый из этих спортсменов, даже сидящие здесь, отсутствующие ребята, они каждый будут выходить на победу, за каждый балл цепляться, сражаться за каждый балл. И поэтому делать прогнозы очень сложно. Равная борьба будет. И сказать, что явное преимущество у какой-то команды есть. Я хоть представляю дагестанскую школу борьбы, но здесь надо быть объективным. Это обе команды одни из лучших мира. Почему сделали противостояние между этими школами? Потому что это равные школы, одни из лучших школ мира, не просто там на стране или где-то. Организаторы представили встречу как противостояние, где определится сильнейшая школа. Как вы думаете, можно ли с помощью одной встречи определить такую? Я думаю, это чуть-чуть будет и неправильно тоже, потому что, правильно, неправильно, не знаю, но в том плане, что Арсен Сулейманович Фадзаев будет сидеть, смотреть, и полностью ответственность на этих ребятах будет и с его стороны. И то же самое там дагестанские олимпийские чемпионы, которые создавали этот бренд, люди будут там, тренеры будут сидеть, смотреть, и вся ответственность, они будут представлять тех, даже которые олимпийскими чемпионами становились, даже, возможно, кого-то с нами, которых нет уже, даже их будут эти ребята представлять, поэтому говорить, что вот сегодня можно назвать не полностью за все время, сказать, вот сегодня какая школа борьбы лучше, а не историю, потому что тогда так были там, никто не может сказать, сравнивать там школу полностью за все, и то, что впереди будет, пока лет 10 еще одно такое противостояние проведется, тоже. Вот на сегодняшний день какая школа борьбы лучшая в мире, я думаю, вот так можно назвать, и наследники Олимпа их назвали, почему? Потому что те олимпийские чемпионы с обоих республик и создавали эти бренды Дагестан, Осетия. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо вам. Спасибо.
Про вольную вроде все, хотя нет. Добавлю, что интервью записывалось заранее, и эти ребята сейчас на первенстве мира завоевывают медали. О результатах поговорим в новом выпуске, ну а пока про ушу. Расскажем о человеке, который воспитал не одну плеяду профессионалов, да и сам в прошлом был одним из самых титулованных в стране. Поднялся сам наверх, вот сюда. Отсюда сбросил меч и вывел сюда. Потянулся, затяжка. Опять закрутил, потянулся. Искусство и оружие – вещи, казалось бы, несовместимые. Но в ушу противоположности гармонично сочетаются, обретая силу и смысл. Один из самых титулованных атлетов Осетии Марк Бурнацев в этом мире единоборств вот уже 25 лет. В зал попал абсолютно случайно. Брата пришли записывать, я пришел просто посмотреть. И как-то одну-две тренировки, думал, сделаю пробные, и в итоге остался до сих пор здесь. Это было еще в 98 году. Марк Бурнацев относительно поздно пришел в ушу. До 15 лет пробовал себя в разных видах спорта. Занимался борьбой, баскетболом, армрестлингом и даже играл в шахматы. Но нигде не мог надолго задержаться. Однако именно этот вид боевого искусства привлек внимание. Направлений в ушу очень много. Это и прикладное направление ушу сэнда, и выполнение комплексов таолу. Это направление, оно еще и бывает и традиционной направленности, спортивной направленности. То есть вот многообразие, многогранность своей привлек. Как признается Марк, проще всего было освоить вид ушу, где не используется оружие. Однако не всегда то, что легко дается, привлекает внимание. Яркие мечи и кинжалы манили и очаровывали парня. Любому человеку, наверное, удобнее без оружия, потому что руки, ноги он чувствует в любом случае лучше. Любил больше всего с мечом. Если о предпочтениях, я больше всего любил с мечом делать. Вот. А получалось с палкой. Наверное, самые высокие результаты показывал с длинным оружием, а любил на самом деле вот с короткой грубо. За годы своей профессиональной карьеры Марк не раз становился лучшим на первенствах страны и международных турнирах. Дважды выигрывал чемпионат мира. Сегодня Бурнацев – президент Федерации ушу Северной Осетии и один из лучших тренеров. Он часто делится впечатлениями с подрастающим поколением. В 2008, конечно, это, наверное, самые яркие впечатления были, потому что это первый чемпионат мира. Вот, и, как бы, можно сказать, один в чужой стране, в чужом каком-то и сначала как-то теряется человек, но потом, когда встряхнешь себя, заставишь, как-то вышел, собрался, сделал то, что от тебя требовалось. Вот, и еще и удалось победить. Ну, это, конечно, яркие эмоции, очень яркие. Традиционные боевые искусства – не все, что привлекает Бурнацева в китайской культуре. Его впечатляет и уникальная история одного из древнейших государств мира. У китайцев много чему можно научиться. Вот, я был там несколько раз, и достаточно удивительная страна, начиная от образа жизни вообще в целом китайцев, и, естественно, их дисциплины. Дисциплина у них прям на высочайшем уровне. Много чего, чем мы пользуемся в повседневной жизни, вышло именно из Китая, поэтому их богатая история, естественно, привлекает. Тем более я по образованию историк, и для меня это очень интересно, очень важно. Поворотным моментом своей жизни Марк считает день, когда он впервые попробовал себя в роли тренера. Ни одно соревнование не пугало его так, как первая тренировка с детьми. 19-летний юноша, едва вступивший в мир большого спорта, теперь сам должен был стать наставником для начинающих атлетов. Я пришел в группу, и мне все: Марк Валерьевич, я еще пацан, который всю жизнь со всеми пацанами на улице везде Марк, а тут тебе дети маленькие подбегают: вы, там, Марк Валерьевич и так далее. Ну, это такой серьезный стресс. Марк тренирует ребят почти 20 лет. Первые воспитанники уже не дети, а опытные спортсмены. Бурнацев наблюдал за становлением учеников, разделял с ними победы и поражения. Сейчас не все живут в республике, однако каждый находит время для общения со своим наставником. Все ребята, которые у меня в той группе занимались, вот, мы очень тесно общаемся до сих пор, они мне звонят, кто в Анапе, кто в Москве, в Ростове и так далее. И они на самом деле по всей России уже кто разъехались, но постоянно мы видимся, общаемся, перезваниваемся.
Нынешние ученики также восхищаются и хотят повторить успех наставника на международной арене. Я на УШУ уже 10 лет, и он со мной прошел очень долгий путь и помог мне. Он является авторитетом для меня. Для меня мой тренер – это мудрый человек, которому я должен, который должен слушаться и положиться на него. Он, как для меня, второй папа. В копилке воспитанников Марка победы на всероссийских и международных соревнованиях. Бурнацев пристально следит за каждым учеником на всех этапах подготовки. Любой турнир для тренера – волнительное и значимое событие, но некоторые особо запоминаются. Первый чемпионат мира, на который я вывез ребят, вот 2014 год, это уже именно мои спортсмены. Тимур Малиев, Габуев Георгий. Вот, Тимур Малиев, он сейчас в Питере живет, работает. Габуев Георгий, он тоже тренирует у нас. Вот, этих двух ребят, сколько им тогда, 13-14 лет было. Вот, мы их тогда повезли на чемпионат мира. И там, конечно, эмоции зашкаливали. Гораздо больше меня трясло, чем как спортсмена. Запомнился и чемпионат России 2022 года, по итогам которого его ученик Давид Малиев стал победителем. В методике воспитания спортсменов Марк руководствуется работой своего тренера Едзиева Владимира Тасалтановича, бывшего президента Федерации УШУ Северной Осетии. Но есть еще один секрет успеха, делится Бурнацев. Если тренер правильный, скажем так, адекватный, правильно понимающий, для чего он нужен, он по-любому будет учиться у детей. По-любому будет учиться, конечно, у лучших тренеров, естественно. То есть постоянно штудировать видеоматериал и так далее. Вот. Но самый главный источник информации – это они. Они зачастую сами подсказывают, как к себе найти подход. Быть примером для подражания – главная задача тренера, считает Бурнацев. Он старается привить ребятам правильные ценности, научить порядку и дисциплине. Сделать так, чтобы они были чемпионами не только на соревнованиях, но и в жизни. Их рост, как людей, как спортсменов, как личности в целом, для меня это приносит прям огромное удовольствие, и это и есть моя мотивация. Я смотрю на них, смотрю, что делаю какие-то полезные вещи, что хотя бы какую-то часть молодежи вытаскиваю, вырываю, скажем, из рук улицы и пытаюсь, во всяком случае, наставить на какой-то правильный путь. Вот. Наверное, это и есть мотивация. Несмотря на внушительный опыт, Марк продолжает работать над собой и развиваться вместе со своими учениками. Приобретает все больше знаний и навыков, изучает самые современные подходы в технике УШУ. Но самое главное, его любовь к профессиональной деятельности, как и к своим воспитанникам, растет с каждым днем. Кристина Губиева, Алана Бзыкова, Марианна Тигиева специально для программы «Передача». Что же, это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!